Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Полина Нечитайло, актриса Московского театра на Таганке, член Союза кинематографистов России, Союз писателей России. Юрий Назаров, народный артист вроде как. Елена Лебедева, продюсер, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Не пустой. Вы сегодня как зрители здесь или вы в жюри? Жюри у нас даже отметили. Вон, видите. С белыми отметками. Так получилось, что сегодня музыкальный конкурс. Мы в Киргизии, когда были, то Ассоль знает, что Юра, помимо того, что он актер и театра, и кино, но он еще и поющий актер, и прекрасно поющий. То же самое Полина прекрасно поющая. Ну а я по жизни тоже занималась музыкой, имею музыкальное образование, и у меня и диплом, и диссертация тоже по музыкальной теме. Поэтому она, пользуясь этим, из группы кинематографистов, с которыми она дружит, пригласила именно нас троих. Поэтому мы спаяны, как три стальных кольца, и нас не разъединили. Ну, надо сказать, что с Ассоль как раз мы подружились благодаря Елене Петровне, потому что она организатор была фестиваля в Киргизии, а театр на Таганке поющий театр, и как было правильно замечено, я тоже и Юрий Владимирович выступали и пели, и потом уже последовало приглашение от Ассоль всех нас, чтобы мы были тут членами жюри и судили этот вокальный конкурс, поэтому вот видите, как добро идет по свету, по всему, и всех людей подпитывает светом своим. Скажите, пожалуйста, по каким критериям оценивали? Для меня, например, очень важно. Первое – это выбор произведения, которое будет петь певец или певица. Потому что я человек все же уже, мягко говоря, не молодой, и я люблю более классический жанр. И стихи, которые не «Манька, Ванька, приди, подай», а для меня очень важно содержание, текст песен, вот понимаете, и чтобы певец или певица понимали, о чем они поют. Ну, как образец, все произведения там Пахмутовой, песни была, да, и Добронравовой. Это драматургия была, да, это была история, а не «ты целуй меня везде, я взрослая уже», вот это вот, понимаете, современное, цивилизованное. Это мне не по душе. Вы как, девушка? Да. И второе, вот для меня опять очень важное. Очень многие певцы, певицы, для меня еще внешний облик очень важен, потому что некоторые, не имея ни голоса, а только ужасные, жуткие даже манеры, им кажется, этим они выделяются. А для меня это вообще не имеет значения. Ну, то есть пусть это будет что-то красивое. У нас манеры приличные, скромные, поэтому нас Елена Петровна терпит. Потом, знаете, неспроста же у Бориса Пастернака написано, что талант – это не как у всех. Поэтому я убеждена, когда человек талантлив, боженька вот пальчиком пометился, всегда это видно, всегда это чувствуется. И те критерии, которые сейчас были озвучены, они вкупе всегда у этого человека присутствуют. И поэтому мы надеемся, что таких звездочек будет много в лауреатах этого конкурса. И напоследок пару советов, вот прямо от каждого по совету начинающим звездам. Как говорил Тамерлан, сомневаешься не делай, делай не сомневайся, а Всевышний Бог поможет. Спасибо. Один неглупый человек говорил: учиться, учиться, учиться. А другой неглупый человек говорил: не сотвори себе кумира, будь человеком. Вот и до этого учиться надо, вот и все. Для меня это работа. Я сама работяга, так же, как вот мои коллеги. Человек будет трудиться над своим репертуаром, внешностью, манерой подачи и так далее. Будет результат. Спасибо вам большое, вам приятного вечера.